샛별. Всем привет! Меня зовут Татьяна. Я одеваюсь в секонд-хендах. Также я снимаю обзоры находок и покупок для моих зрителей и покупателей. В основном это одежда на плюс сайз. Мои объемы: грудь 125 сантиметров в объеме, а бедра 135. Всю одежду я примеряю на себя и также показываю, что подходит к моей фигуре и что категорически нельзя носить. Кстати, в соцсетях, особенно у молодежи, сейчас распространенная игра с вопросами на что-то норм или стрём. Хотите, тоже поиграем? Итак, я предлагаю вам написать в комментариях ваше мнение относительно каждого наряда. Норм или стрём. Можно, конечно, написать и развернутое мнение, если вам хочется. Я, конечно, тоже скажу, что я думаю. Конечно же, покажу все, что отобрала моего размера. Ну, не все, конечно. Беру в примерочную, одеваю, и тут будут откровенный стрём. Первое платье – это платье-балахон. Оно мне напоминает наряды Аллы Пугачевой. И мне кажется, что это платье для каких-то круизов, для летнего отдыха. Оно такое. Для этой цели, на мой взгляд, оно подходит. Единственный минус – то, что оно из полиэстерола. Жарковато, в нем будет жарковато, но будет быстро очень сохнуть. Следующее летнее платье-сарафан от Muse. Muse – это английский бренд одежды и обуви для полных женщин. Они заявляют, что их ассортимент – это прямое заявление, что наряды плюс сайз столь же красивы и разнообразны, как одежда, сшитая на стандартную фигуру. Итак, давайте посмотрим одежду на нестандартную фигуру. Летний сарафан достаточной длины, с небольшими разрезами, чтобы можно было удобно передвигаться. Достаточно открыта спина и грудь, но не слишком. Также руки открыты не слишком, немножко закрывают даже проблемные места. Мне кажется, что платье село по фигуре нормально. Возможно, это не столь актуальный наряд для этого года. Ткань вискоза. И, пожалуйста, ваше мнение в комментарии: норм или стрём. Следующий лот номер 3. Точно такое же платье-сарафан, точно такая же модель и этот же самый бренд Muse. Только другая расцветка. Да, это уже темная. На груди и на талии точно такая же резинка. Резинка не только поверх, по горловине, да, но вот здесь вот стянута именно на самой груди. Как вам расцветочка? Что думаете? Да, интересный вариант. Итак, пишите, пожалуйста, норм или стрём. Лот номер 4, и это опять платье-сарафан цвета лета.
Ну, здесь вы и сами все увидите, как оно выглядит, как оно село на женщину, которая плюс сайз. Единственное, что могу рассказать, что здесь ткань очень даже неплохая, 50% катона, 50% вискозы. Бренд, который производит такую одежду, называется Bon Prix. Дальше вы увидите ярлычок. Это немецкая компания трендовой одежды. Не знаю, для полных женщин или нет, но... Итак, и пишите, что это стрём. Лот номер 5. И это комбинезон? Да, комбинезон. Практически в каждом видео, в каждом влоге я показываю вам комбинезоны. Да, комбинезонов, кстати, в секонд-хенды привозят очень много, на все размеры, от самого маленького и до очень больших, и на наш размер плюс сайз объемы, я вам сказала в начале видео, тоже привозят. И вот один из них. Посмотрите, как оно село на грудь. Я вижу, что оно не слишком обтянуло, но комбинезон сел по фигуре. А знаете, за счет чего? За счет того, что здесь плессированная ткань. Она полностью плессированная. То есть и штанины, и по груди, и на груди, и спинка. Все плессированное. Поэтому он имеет, знаете, такой объем или воздух, как говорят стилисты. Кроме того, здесь O-образный вырез. Во-вторых, тут немного закрыты, опять же, руки. Бренд я вам также показала. И смотрите, да, близко показываю плессировку. Именно на этой модели я увидела, что это шикарный вариант на наш размер. Именно вот такие модели. Когда комбинезон уже сняла, увидела, что для груди там сделана такая как бы как подкладка, как бы маечка. То есть мне очень понравилась эта модель, несмотря на то, что там штанины были очень длинные, но это не проблема. Если что, то можно укоротить. А если с каблуками, хотя бы с небольшими, то это будет супер. Итак, я считаю, что это норм. А следующий комбинезон, это, ну, это все скажут, что это стрём. Изначально, да, очень смешно и очень забавно выглядит, но я не могла его, ну, уже не показать вам, потому что я все-таки натянула, оно, естественно, все обтянуло, и вот эта полоска, и они, ну, комбинезон оказался мал, хотя размер, по-моему, там 22 написано. Сейчас ярлычок посмотрим с вами. Да, 22,50. Промахнулись с размером, но у этого комбинезона все-таки есть плюсы, потому что здесь стопроцентная вискоза и пуговки по всему переду, что очень удобно полностью расстегнуть и снимать. Главное подобрать размер. Еще один вариант на плюс сайз девушку. Это мини-платье, темное, в мелкий горошек. Да уж, такое платьице любую девушку среднего роста сделает просто кубиком. И как мне кажется, что оно больше похоже на ночную сорочку. Вот когда ночная сорочка длинная, то она все время задирается наверх и перекручивается, очень неудобно спать. А такая, мне кажется, что будет нормально. Такая и широкая в меру, и в то же время не короткая. Хотя я больше люблю пижамные костюмы, шорты, майки. Девочки, посмотрите, какое красивое платье я нашла, как оно красиво выглядит на вешалке.
Тут пуговицы из натуральной ракушки. Тут классный состав, тут стопроцентный катон. Оно такое красивого молочного цвета. И хороший покрой, на мой взгляд. Но я промахнулась размером. Я даже не знаю, о чем я думала, когда я его взяла в примерочную и стала натягивать на себя. Да. Тут написано, что 18 размер, и оно мне, к сожалению, очень сильно мало, очень, но оно еще и просвечивает. Ну, я уверена, что девушка, которой оно подойдет по размеру, будет носить его с удовольствием. Дальше мы с вами посмотрим 3 верха, которые, каждая из них меня чем-то зацепила. Первая — это блуза из полиэстера. Мне кажется, что это из 90-х годов вещь, потому что, видите, да, змейка спереди, змейка-молния, и на плечах такие характерные защипы. Очень модные эти блузы были именно в 90-х годах, я даже помню. Снизу, видите, да, так присборено. И на мне сейчас штаники пижамные в леопардовом стиле. Их я взяла, чтобы у меня был хотя бы какой-то низ для примерки блузок. Подходящих брюк или каких-то штанов или джинс вообще не было в этом завозе. Ну вот, моего размера только такие штаны. Штаны, кстати, неплохие, очень мягкие и в неплохом состоянии, ну, в хорошем состоянии. Поэтому можно такое брать на зиму, такие штаники. Ну, для дома я имею в виду пижамные штаны или в качестве домашних штанов. Блуза мне понравилась цветом. Еще одна блузка-кофточка. Здесь кантри-стиль. Тут деревянные пуговки. Тоже, наверное, из 90-х годов. Ткань просвечивает. Тут смесь полиэстера и вискозы. Спереди на груди какая-то вышивка, прям на вышиванку даже похожа. Снизу и по рукавам на манжетах резинка, что очень удобно. Блуза сама по себе коротковатая. И в результате я вижу, что здесь, в этой блузе, так же как и в предыдущей, больше минусов, чем плюсов. Как на ваш взгляд? Норм, стрём. Кстати, это первый день завоза. И цена за килограмм 409 гривен. А эту блузу я взяла в примерочную, во-первых, из-за цвета. Вы посмотрите, какой красивый шоколадный цвет. Смотришь и прямо кушать хочется откусить. Да, много минусов. Во-первых, она мне не по размеру. Во-вторых, она коротковата. В-третьих, ткань полиэстер, полностью полиэстер. Но тут красивые манжеты, красивый U-образный вырез. Блуза сделана в виде запаха. Ну и самое главное, цвет. Если бы она была моего размера, ну тут нужен на пару размеров больше блузы, то я бы взяла даже, несмотря на то, что это полная синтетика. Я бы взяла, одевать, конечно, не в жаркое время года, а может быть весной, вот как сейчас, когда прохладные дни. Она очень красивая. Как на ваш взгляд, стрём, норм? И если норм, то что тут норм? Какая же она красивая. Я хочу найти такую блузу своего размера и желательно из шелка. Это будет моей мечтой и моей целью. Черный комбинезон у меня уже есть, он сейчас на мне.
А такой комбинезон я хочу шоколадного цвета. И желательно из шелка или хотя бы, чтобы это была смесь шелка с вискозой. Плессировка, я увидела, что очень хорошо в таких моделях на плюс сайз. Поэтому это цель номер 2. Итак, этот плессированный комбинезон в первый день завоза стоил бы 194 гривны, но я его не купила, потому что я ведь хочу шелковый комбинезон, да еще шоколадного цвета. Поэтому, раз цель поставлена, будем искать в других магазинах шелковый комбинезон шоколадного цвета, плессированный и моего размера. А тут я рассматриваю сумку от Michael Kors. Она висит здесь уже неделю, но ее так никто и не купил. Наверное, что-то мудрые покупатели знают. Почему она так остается, я у нее не увидела, кстати, ни изъянов, ничего такого странного. Итак, это был эконом-класс, в который я заглянула снова через 3 дня. Сегодня стоимость вещей, по-моему, по 200 с чем-то, если я не ошибаюсь, потом уточню. Я нашла еще один комбинезон. Это уже летний комбинезон. Видите, да, тут полностью открыты руки, что не очень хорошо. С другой стороны, когда лето и когда жарко, то хочется вообще что-то очень легкое и очень свободненькое. Он темно-синего цвета, но тут, видите, да, коротковатые штаны, и это, опять же, не мой размер. Он на меня достаточно плотно сел, но необычно большие вырезы в районе проймы. То есть так не должно быть, и выглядит очень некрасиво. Кстати, я сейчас в туфлях, которые купила недельки 3 назад в Smart Store на Сумской 13. Это туфли от Clarks. Не могу нарадоваться. Хожу в них безвылазно, исключительно в них. Очень классные. Там ортопедическая стелька. Они в меру широкие. Но, естественно, не промокают. Вы видите, да, как они пошиты? На широкую ногу. Тут такая декоративная даже пуговичка есть на резиночке. В общем, не могу нарадоваться. Счастлива, что их купила, и ноги вообще не устают. Кстати, у себя в магазине, в телеграм-канале я выставлю еще одни туфли от Clarks. Они мне оказались чуть-чуть маловаты. Они лакированные, темно-синего цвета. Заходите туда, посмотрите, если кому-то нужно. 38 размер. Очень понравилась эта блуза. Вы только посмотрите, как она выполнена, какая ткань. Сейчас я вам покажу поближе. На рукавах вообще шикарно. Если бы это был мой размер, то это был бы прекрасный второй слой, например, на комбинезон, на футболку. Ну, просто второй слой. Посмотрите, какая красота. А это уже не блуза, это уже худи, но оно укороченное. Очень необычное. Я вообще первый раз такое вижу на плюс сайз. Конечно, на худеньких молодых девчонках я видела короткие худи, курточки, блузы, топы. Но здесь на наш размер впервые вижу, несмотря на то, что на плюс сайз не рекомендуется носить
вот, чтобы было отрезано под грудью, но мне почему-то очень нравится. Классные широкие рукава. Это светло-серый цвет, как вам? И еще одно платье летнее, зеленое. Здесь очень большой размер, по-моему, 26. Сейчас, если не забуду, то покажу вам ярлычок. Но тут мне понравилось, что покрой понравился. Да? Во-первых, грудь на запах, линия талии тут, ну, там, где она и должна быть, рукава, которые хорошо закрывают наши плечи, руки, длина платья нормальная, но не подходящий размерчик. Я видела, что женщины, многие на него смотрели, но, по-моему, такого размера на 26 не было ни одной женщины в зале. А вот тепленькое платье от Алсу для теплых, длинных зимних вечеров. Когда холодно, ты оделся в это платьице и сидишь с чашечкой чая, смотришь сериальчики. Платье 22 размер, именно поэтому я его взяла в примерочную. Мне здесь понравился вырез, видите, да, рубашечный, отложной такой воротничок. В составе платья нет ни шерсти, ни кашемира тут, а акрил, к сожалению. Кстати, даже летом очень сложно найти вещи из кашемира. Но можно попробовать, кстати. И здрасте, вот я собственной персоной в еще одном каком-то карнавальном костюме. Да, это опять же платье моего размера, но тут такие чудные рукава, поэтому я решила его примерить и показать, что есть и вот такие платьица. Да, она очень короткая. Я не знаю, что это за народность так носит такие платья, такие наряды. Или это опять же для выступления, какой-то костюм. Но прикольные такие интересные рукава. И еще одно платьице. Сейчас я тоже в него облачусь и покажу вам. Это темно-синее платье. Мне кажется, это какое-то концертное. Я себе сейчас представила оперной певицей, которая стоит на большой сцене и поет свою оперу. Да. Да, вот такие наряды бывают. Так что в секонд-хендах можно найти все, что угодно. Только нужно, конечно же, время и силы, чтобы прийти и пересмотреть каждую вешалку. Видите, да, я пою, типа микрофон держу, пою. Вот и подошла к концу наша игра «Норм или стрём». Мне будет интересно почитать ваши комментарии, что вы думаете в отношении нарядов, образов и всего, что вы увидели. Буду прощаться с вами и до следующего видео. Всем пока-пока.